Что самое главное? То, что я родился в Якутии, это в таком крае исключительном, с такими сложными климатическими условиями, но при этом на такой земле у нас человек живет, развивается, осваивает эти территории. Вот на такой земле надо родиться. Такой земли на планете Земля в принципе нет. Эта любовь к его малой родине, она у него переросла и в такую любовь к нашей республике, и вообще очень такое трепетное отношение в целом к Российской Федерации. И вот главное, что Егору Афанасьевичу удалось, на самом деле, в далеко непростое время, вот сохранить эту преемственность власти, сохранить то лучшее, что было и у Михаила Ефимовича, и у Вячеслава Анатольевича, в то же время дать новый импульс новым направлениям. Егор Афанасьевич очень сильный человек. Силу, которая заставляла его идти вперед, говорить твердо, быть всегда прямым, непреклонным человеком, и который вот ради нас всех, ради того, чтобы Якутия была впереди, великой, он всегда вот чувствовал эту силу. Внутренняя сила у Егора Афанасьевича очень такая мощная. На таких широтах, как наша Якутия, никто не занимается сельским хозяйством. Выращивают зерновые, содержат скот, создали свою особенную культуру, имеют свои традиции. И поэтому я горжусь тем, что я именно на этой земле родился. Ответственность, когда ты работаешь и берешь на себя ответственность, она размера не имеет. Если ты ответственность чувствуешь, ты делаешь под этой ответственностью все то, что положено. Всегда сложно. Но при этом вот это чувство ответственности, она должна всегда присутствовать. Стал руководителем региона, значит, наряду с ответственностью появились возможности. У руководителей субъекта, конечно, возможностей больше решать те или иные задачи. Но, с другой стороны, этой возможности иногда не хватает, даже у президента республики. Я бы Егора Афанасьевича охарактеризовал бы как человека очень ответственного. Для него ответственность той должности, которую он занимал тогда, главы нашей республики, Илдархана, прежде всего он был ответственен перед своими людьми, населением, народом. Он это всегда подчеркивал, и это старался, стремился к тому, чтобы его действительно вот так нести вот это бремя большой ответственности. Егор Афанасьевич был рекомендован, и правительство Российской Федерации, уже зная его в таком деловом качестве, как одного из лучших региональных руководителей, приняло решение о том, чтобы поддержать его в должности уже президента Республики Саха-Якутия, которая потом трансформировалась в должность Илдархана, главы республики. Егор Афанасьевич Борисов, третий президент нашей республики, первый Илдархан и глава крупнейшего региона России. Мы все знаем о том огромном вкладе, который он внес и вносит в развитие родной Якутии. Лидер от природы, требовательный и справедливый. Верой и правдой, трудом и ответственностью заслуживший уважение и доверие людей. А я родился достаточно известной в Якутии земле. Это Чоропчинский район, где село Чоропча или Чоропча сама по себе знаменита очень многими своими оригинальными традициями, особенно связанными со спортом, с культурой. И здесь, в село Чоропча, в 1954 году я появился на свет. Я, да и все мы дети большой страны, да, которая когда-то называлась Советский Союз. Мы жили в той стране, в которой был смысл существования. То есть каждый человек понимал, все, что он делает, это не просто так.
Это, как бы это ни сейчас не банально бы звучало, делается это для развития Отечества. А Егор Афанасьевич в этой стране провел большую часть своей жизни. И, конечно же, он, как никто другой, видит смысл в том, что он делает. И я думаю, что это как раз корни той системы, которая была в нашей стране и которая, слава богу, возрождается. Отто Егор Афанасьевич бир топтурга архава штечро ситош топтурда. Отто архава топтурга бескавипит. Ясвас кулустага бир булсак олар боппут. Ода такеде бал олар олотов лахалота болан улаханлык декордук улаханда меликтәбе тааньяват эте. О, улахаке гудоглы көрәлестен ласанда бакке. Егор Иванович, он вырос в многодетной семье, самым старшим был, а рано умер отец, поэтому он остался сиротой и всю ответственность взял на себя. Держали свое подсобное хозяйство. Это и скот держали, и кур держали, свиней держали. Печь топить надо, дрова заготавливать, колоть, воду взять надо, лед заготавливать. Во всех этих делах я как старший в семье вынужден был помогать. И поэтому, когда ребята приходили со школы и говорили, давай пошли играть, к сожалению, у меня такой возможности не появлялось. Поэтому, ну, если что-то появлялось, то, конечно, я очень любил бегать, прыгать, и достаточно шустрый был, подвижный был. Я, бывая в Чарапче, видел, с каким он душевным таким трепетом, с какой любовью относится к своей малой родине. Мы ходили по улицам, он рассказывал, как он здесь был мальчишкой, значит, что они тут делали, как они хулиганили, или там подвиги мальчишеские совершали. Трудностей в учебе не испытывал. Я учился очень хорошо, особенно физика, математика, там, геометрия и так далее. Вот в этих вопросах я очень легко учился. Это было, мне легко давалось и в школе. Я участвовал на олимпиадах районных, республиканских по физике, математике, по химии. После школы Егор 3 года проработал в районной сельхозтехнике. Он возмужал, окреп, многому научился. Но надо было двигаться вперед, обретать новые знания. И в 1974 году Егор становится студентом Новосибирского сельскохозяйственного института. Когда Егор Афанасьевич приехал впервые в Новосибирск, он, значит, на самолете прилетел, то он взял, значит, рюкзак и чемодан, что у него там было, и пошел потихонечку до сельхозинститута пешком. Видимо, для Якутии это, как говорится, привычно, пройти 20 километров с лишним. Ну, это, я скажу так, геройский поступок. Первая контрольная, которую нам по математике, мы ее решаем, и на следующий день объявляет: 3 человека контрольную выполнили. Это Егор Афанасьевич, Дремов, Александр и я. Сразу стало понятно, ясно, что Егор Афанасьевич в плане подготовки и физики, и математики был достаточно, так скажем, высокий. Я в институте учился очень хорошо. Ну, я же инженером-механика поехал. Трактора, автомашины. Я, по сути, все знал. Сварка там есть предмет. Я уже сварщиком был. Там есть сельхозмашины, техника, трактора, автомобили. Я все знал. Я уже был водителем. Я уже был трактористом после школы, это после работы, после школы. Поэтому мне очень легко было. Мы учились в одних стенах нашего родного сельхозинститута «Альма-Матер». И вас там помнят, и всегда, и все ректора, значит, после того, когда вы закончили, уехали опять в Якутию жить, работать, вас вспоминали всегда добрым словом. И я знаю, вы всегда находили возможность приезжать в родной сельхозинститут Новосибирска, встречаться с преподавателями, со своими выпускниками на юбилейные даты, и мне приходилось не раз быть в вашем кругу.
Мы приехали с практики после первого курса с Алтайского края, и с ребятами сидим в общаге, на первом этаже там была комната. Сидим, и вдруг в окно смотрю, 2 девушки проходят. Вроде похожи на наших, но они прошли, и я только сзади. Ну, такой интерес появился, что-то дернуло, и мне появилось желание с этими девочками познакомиться. Это было в 1975 году в городе Новосибирске, куда я поступила на первый курс Новосибирского сельскохозяйственного института. И студентами мы познакомились на вечере, посвященном первокурсникам. И весь вечер я приглашал ее, и мы там познакомились. Но, правда, она не обратила внимания на меня, но зато я обратил внимание. Меня кто-то приглашает каждый раз на танец. Я даже не смотрю на него и не спрашиваю, кто это, да, танцую. Ну, так, медленный танец. И все говорят, вот, Гоша Борисов, да Гоша Борисов, что-то там все про него. Так и слышно, Гоша Борисов, да Гоша Борисов. А я спрашиваю, а кто такой да Гоша Борисов? Ну ты, Паша, даешь. Целый вечер с ним танцевала, и не знаешь, что ли, с кем танцевала. Я говорю, нет, говорю, я не спрашивала, говорю, с кем я танцевала. Оказывается, меня приглашал на танец Гоша Борисов. Проское имя для меня было очень священным, потому что это имя моей матери, имя моей сестры. А я Проское Петровне увидел человека, который очень капитальный, очень серьезный. И как-то меня это, наоборот, подстегнуло, что ли. Свадьбу сыграли, была студенческая свадьба. Это было 17 августа 1977 года в Новосибирске, и мы в центральном доме ЗАГСа. У нас регистрация была очень такая хорошая студенческая свадьба. Очень-очень заботливый, очень внимательный и, наверное, самый добрый человек в мире. Даже когда он занимал очень высокие посты, он никогда не забывал про нас. Каждый день, на дню, может, нам несколько раз даже звонил, спрашивал, как дети, как внуки. Постоянно чувствуем его заботу. Я отцом, дедушкой, прадедушкой я всегда чувствую. Потому что при всей бытности руководителем, даже большим руководителем, я никогда не терял из виду, что происходит в моей семье, какими проблемами, какими радостями живут мои дети, потом мои внуки, и сегодня мои правнуки. У него прекрасная аура в семье. Бывал у него в гостях, и это хорошо видно, как хорошо у него дома, уютно. И, конечно, он смог создать эту основу, в которой живет. Но я думаю, что это заслуга его и его супруги Проскоя Петровны. Трудовое воспитание нема, нас куттара бары. Бары ванда Уроккөлөлääһин туох. Хайын сахаскы, посадкы, күймі горка. Горка, барта туох пар трудовой үле барта манна. Окончив институт, Егор Афанасьевич стал управляющим Чурапчинского объединения «Сельхозтехника». Через 6 лет назначен вторым секретарем Чурапчинского райкома КПСС. А в феврале 1989 года избран председателем районного совета народных депутатов. Но я тогда не говорил, что я молодой. Я всегда серьезно относился к каждой должности. Чтобы более уверенно руководить предприятием, я прошел все специальности непосредственно. То есть руководителем был предприятия, но работал экономистом, работал шофером, работал бухгалтером, работал трактористом. Я научился управлять людьми, коллективами. Искренне такая боль за свою Чурапчу. У него это всегда
чувствовать всегда вот, ответственность за Чурапчу. И всегда он говорит, что но мы должны вот именно своим трудолюбием, своими интеллектуальными познаниями, способностями именно развивать район, чтобы он не был никогда среди отстающих. Вот так вот. Прасковья Ильинична, бу тарави талаха бу, навантай улма удя, болан оғытыратан олар бу таластара, алгостағын болордығы, манна оласуян. Прасковья, ты видно, да, демсах, детуотен корар, да, элакей, майгалах. То, что связано с матерью, то я уже с 4-5 класса ездил на лето отдыхать и на своей бабушке, дедушке. Поэтому в детстве, в меньшем возрасте, я больше имел отношение с Иланским. Егор Афанасьевич оғайдан бигауняу кехим декахып. Кені инета сылан нәхілеген улахан көйл участығын олақтауғата инета. Оны улахан көйлден көре бәйелік бар. Оны оғылар хені бағаты бит. Бурдуктардар әгге меніксе бар. Үлбеләбәт. Оны бихин нарон юреті бит. Ол оннан кәлән бига оңыһарата. Бабуйгун кадақтында бейқаты херігар кипитчет тәхіне ен бача оғылыртан хағылан үлі бар болар әті. Потом я благодарен тому, что, хотя отец рано ушел, он успел меня учить всем сельским сложностям, трудностям и труду сельскому. Я умел и умею все, то, что может уметь сельский парень. И сено косить, и, как говорится, и топором пользоваться, и охотиться, рыбачить. Все это я перенял от отца. Отец у меня был одним из первых механизаторов, электросварщика в районе. Он меня приучил прямо с малых лет копаться в технике. На 5-6 классе я начал уже заниматься разборкой техники. Ну, а отец начал уже меня учить на мотоцикле. Мотоцикл разбирал, собирал, а потом уже ходил уже к нему на работу. Значит, на его родина была, родина его предков, была в районе, знаете, такая местность есть, Теледеринг. Это сейчас прекрасный такой хороший поселок. Он докопался до своих предков 18 века, времен Екатерины II. Ну, кто из нас знает своих предков на такую глубину? Он сам вырос из такого улуса, Чурапчинского улуса, где традиции
народа всегда были почитаемые, которая всегда их сохраняла. И, конечно же, это наложило отпечаток на его характер. Я прекрасно знаю его родину, место, где он появился на свет, где он вырос, много раз там был. Ну, Егор Афанасьевич, он, что называется, от сахи. Человек свой, рожденный на территории Якутии, в его поселке Чурапча, даже вот сейчас, через столько лет, помню те трепетные ощущения, которые мы вместе с ним испытывали, когда он знакомил меня со своей малой родины. И, конечно же, как человек, рожденный в Якутии, он всем своим сердцем был нацелен на то, чтобы республика, ее люди жили лучше, чтобы там реализовывались проекты, которые были направлены в будущее Якутии и будущее всей нашей страны. И когда я ехал в Москву, и именно был в Толее, где родился вот Егор Афанасьевич, там его очень сильно уважают. Толейцы очень хорошо поддержали меня, то есть встретили, даже научили рыбалке куюр. То есть у нас в Аймиконе нету такого, то есть у нас караси даже не возятся. А вот первый раз попробовал в Чурапче именно в Толее, где вот Егор Афанасьевич с малых лет тоже рыбачил на этих озерах. Весной 1991 года, в канун развала Советского Союза, Егор Борисов получил приглашение Михаила Николаева поработать в его команде. Он стал заместителем министра сельского хозяйства. В Минсельхозе тогда заместителем работал всего 1 год, мне дали. Вот за это время я успел создать так называемую рыночную такую структуру Агротехснаб. То есть это независимый хозяйствующий субъект, который уже по всей России ищет, поставляет, покупает технику и привозит в республику. Біздің республика хаңалы условия лидер кемигер, қата оңырыларын, қата батарыларын көдірінеттен бүгін ұтылан түміктенен әрері, конечно, кияқа әлбағы әрер дағаны, әпетністақ дағаны, оны әндекея әрәлі өскетегер улахан солталақ дағаны. Я всегда болею за селян, потому что село – это понятие не отраслевое, село – это понятие, связанное с народом, моим народом. Мой народ создает свое сознание, свою политику, свою жизнь именно на селе. А сельский человек, он это наш язык, наша культура, наш образ жизни, наши традиции. Это именно на селе все есть. Поэтому, если я уже в душе человек, который должен болеть и ратовать за свой народ, то прежде всего должен обратить внимание сельскому человеку. Егор Афанасьев кутта билисибде косепто бостан бу котон тутулу тугар кене улохамны коммунаспите очулуга телефон ден шөдөгүлөлө өтөттө манда сыры дүр таваста караке кейкеп сетрете оны болдана бу котон тутулу тугар кахалар баалары гармен сыры дүр такамны кене эрейдак беде кене кам багыр ыларете телефонен Моньятаген көрөстөкө болсона Егор Афанасьевич наэлекке шугай кайны кытты чөддөк кепсетер ты самый боростой яхит кейтен курдук сана кирини кытта кепсетаган улахан доонаса кей биана баккын көннөгө бекени бейте колбору мие кытта тең урыгыңга турар курдук кепсетачи чугай. Через некоторое время, когда возник вопрос о том, что необходимо изменить структуру нашего правительства, у нас первоначально не было предусмотрено такой должности вице-премьера, который занимался бы вопросами навигации, снабжения, флотом. Возникла необходимость, чтобы у нас был человек, который это возглавил. Ну и была предложена кандидатура Егора Афанасьевича, и он с этой ролью отлично справлялся. Я пока возглавлял кабинет министра республики, это была палочка-выручалочка у нас. Я первые годы, первые 5 лет 90-х годов работал именно в области снабжения, транспорта и развития связи. И здесь, конечно, Михаил Ефимович полностью меня загрузил.
Егор Афанасьевич, да, вот Вячеслав Анатольевич, они хорошие были, сильные управленцы. И он знал нужды вот, сельских жителей, крестьян. Но республика, вот я должен сказать, вот смогла защитить во главе вот Михаила Фишева, я всегда об этом говорил, удалось защитить население. Егор Борисов 7 лет был премьер-министром при президенте Вячеславе Штырове. В этот срок уместилось огромное количество самых разнообразных событий, фактов и свершений. Ведь в зоне ответственности председателя правительства вся республика. И пока я был президентом Республики Саха-Якутия, вот он возглавлял правительство. И все те преобразования, которые происходили в это время в республике, в том числе вот индустриализация новая, схема Якутия 2020 и так далее, это при его непосредственном участии и при практическим таким руководством, практическими делами. Ну, премьер-министром это было самое интересное время. Но я не ошибусь, если мы с Вячеславом Анатольевичем создавали хороший тандем. Мы брали на себя очень много ответственности. Для себя поставили цели, ну, 2 цели, даже 3. Первое – оздоровить экономику, тогда на ногу поставить все предприятия. Второе – решить все спорные вопросы с федеральным центром. И третье – все-таки разработать будущее республики, разработать программы на будущее, чтобы более уверенно себя чувствовать. Вот эти все 3 задачи под руководством Вячеслава Анатольевича мы решили. Когда мы работали в правительстве, он всегда говорил, покажите пример для населения. Сами начинайте, говорить. И мы всегда сами старались начинать. В случае необходимости этот человек умеет действовать решительно, умеет действовать наступательно. И для него самое главное – это, конечно, интересы родной республики, республики Саха-Якутия. Он здесь точно всегда действует абсолютно без оглядки. В поездках рабочих, в служебных командировках в Москве, особенно в селах, в арктических районах, он находил возможность пообщаться с человеком. Он внимательно выслушивал человека, его проблемы и моментально, оперативно принимал решения. Куда бы ни вы выезжали, Мирный, Мирно-Кангаласский район, далекий Северный район, Егор Иванович всегда заставлял, чтобы была обязательная встреча с населением. Не на один с главой, там несколько людьми, а он всегда, чтобы полный зал был, и чтобы люди имели возможность задать ему вопрос, поставить свою проблему, стремиться к чему-то такому, о чем думает его народ. То есть это, знаете, как огромный корабль, который, если уже идет, то идет своим путем, а повернуть ему очень сложно, и остановиться невозможно. И так взаимоотношения и работа с Егором Афанасьевичем. То есть это полная уверенность в огромной силе, это полностью уверенность в правильности избранного пути и движения по этому пути. Вот что для меня Егор Афанасьевич. Алмазная компания «Алроса» была долгое время и остается по сей день главным финансовым источником Якутии. Почти каждый второй работник бюджетной сферы получает зарплату благодаря «Алроса». А ведь республика могла потерять своего главного донора. Но такой вариант не прошел. И это благодаря профессионализму и стойкости Вячеслава Штырова и Егора Борисова. В 2013 году правительство Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение с подачи члена правительства Российской Федерации о приватизации компании «Алрос». В его бытность нашлись люди на федеральном правительстве, которые поставили вопрос, ну ладно, там, значит, давайте продавать «Алрос». Но тут, конечно, Егор Афанасьевич сыграл большую роль как руководитель республики, потому что, опираясь на закон, который был принят в республике, он заявил о том, что, значит, у нас есть закон, и доля на республике не может быть там сокращена и так далее. Короче говоря, ему пришлось еще раз отстаивать. Поэтому его роль очень велика в сохранении алмазной промышленности в таком виде, как она есть, и в том, что сохранилась нереспубликанская доля.
Но то, что вот Егор Афанасьевич тогда сыграл выдающуюся роль наряду с Вячеславом Анатольевичем Штуровым именно в сохранении «Алроса» как компания совместного владения Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, сохранил вот те преференции, которые всегда были у компании в целом, так, по работе на мировом рынке в том числе. Это дало возможность республике вот многие десятилетия уже достаточно стабильно развиваться. Егор Афанасьевич, да, действительно тогда проявил чудеса, мягко скажем, такой управленческого решения, мышления, какими возможными вариантами убедить руководство Российской Федерации изменить принятое решение. Но я понял, что это сам правительство не одолеют. Они постановление не отменят. И тогда я решил очередной раз обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Я попал на прием и наряду с другими вопросами поставил вопрос о том, что «Алроса» хотят приватизировать. Я говорю, нельзя делать это для нас, для республики, не только экономический, это еще и политический вопрос. Он меня понял и сказал, не отдавай. Месяц проходит, 2 проходит, никаких решений нет. Потом в Астрахани проходит совещание по речному транспорту. Я, как член президиума Госсовета, туда поехал, участвовал. Я все-таки решил нагло подойти к Путину. Владимир Владимирович, у меня вопрос есть, очень серьезный. Он говорит, опять «Алроса», говорит. Да, Владимир Владимирович, с «Алросой» у меня не получается, Шувалов давит. Я же говорил, не отдавай. И тогда мимо проходил Дворкович, зампред правительства. И Владимир Владимирович вызывает его, зовет и говорит, вы что там творите? Говорит, вот Егор Афанасьевич «Алросы» ставит, а вы хотите его забрать. Вот не надо это делать. Передайте, говорит, Шувалову. И после этого только было принято решение, не было отменено. Просто меня успокоили, что приватизировать не будем. А что, когда за спиной республика, за спиной проблемы, которые должны решать, доходишь и до таких моментов. Благодаря Егору Борисову Якутия считается одним из самых спортивных субъектов Российской Федерации. В республике нет проблем с проведением любых турниров самого высокого уровня. Начиная с массовых соревнований в родной Чурапче и до Олимпийских игр, Егор Афанасьевич поддерживал наших спортсменов. И сам занимался спортом, и он верный болельщик якутского спорта. Понимаете, я все-таки чурапчинец. А в Чурапче спортивный дух всегда присутствует у каждого. Ну, не обязательно они должны быть спортсменами, но все-таки в сознании, внутри сидит вот все-таки чурапчинский дух. Достаточно интенсивная. Егор занимался спортом, бегал регулярно. У нас была до трамвая и обратно 4 километра. То есть вот эти 4 километра он каждый день бегал. С Филатовым, с Володей они бегали. И жили они в одной комнате. Сразу видно было, что Егор Афанасьевич, будучи производственником, он именно разбивал коллектив, их здоровье. Построили спортивный зал с сельхозтехникой. Это было, конечно, очень удивительно, потому что обычно сельхозтехники в это время построили гаражи. И, конечно, молодые люди тренировались, занимались спортом. Его отличала и отличает всегда принципиальная позиция по продвижению интересов в первую очередь. И это, считаю, заглавное. Интересов, конечно, развития спортивной борьбы и спорта вообще на территории Якутии. И в этом плане мы с ним нашли очень хорошие компромиссы. Это крупнейшие мероприятия, которые проводились на территории в рамках всероссийских соревнований и в рамках региональных соревнований. Конечно, это все служило на пользу развития спортивной борьбы. И вы же помните, Дети Азии, они же начали с Якутии. И одно дело, когда я на Дети Азии приезжал в Якутск, я был просто приглашенным гостем,
А потом мне пришлось самому «Дети Азии» делать уже в Кузбассе. И я увидел, насколько это полезно, насколько это очень позитивно. И когда мы выходили на конкурс, участвовало несколько регионов в конкурсе, которые боролись за право проведения «Детей Азии». Я, зная это изнутри, как это все делалось в Якутии, я, конечно, приложил максимум усилий, чтобы в Кузбассе «Дети Азии» прошли. И они прошли очень успешно. Ну, я считаю, что вот благодаря Егору Афанасьевичу, его вкладу как раз на мое время он пришелся, когда он был основное его время, ну, президентство Федерации, когда я выступал. Ну, я считаю, что благодаря в основном ему республика имеет бронзовую медаль Олимпийских игр. Его вклад в это дело огромен, да. Но Якутия сама по себе, как субъект, он имеет очень много достижений в спорте. Требования народа стало очень высокой. Если наши ребята попадут на Олимпиаду, значит только нужно золото. Если на какие-то соревнования пойдут, обязательно нужно только золото. А вы знаете, многие страны на Олимпиаду попасть не могут по всей истории Олимпиады. А мы попадаем постоянно на Олимпиаду, но при этом всегда требуем медали. Все-таки это достигается за счет конкуренции. Вот это спорт сам по себе же тоже развивается в мире. Конечно, он всегда с народом. Мы, когда проводили международный турнир, удивлялись. Борцы, судьи, тренеры. Егор Афанасьевич приезжает, приходит и садится в общей трибуне. И спрашивает, а почему он не боится? Говорят, почему без охраны? И мы говорим, ему не надо охраны, его любит народ. Вот это один из показателей. Поэтому всегда восхищались Егором Афанасьевичем. Сегодня на сломе эпох засилья абсолютно чуждых нравственных и духовных ориентиров, так называемых европейских ценностей, нет важнее вопроса для нашего Отечества, чем вопрос о культуре. Форум духовности, проведенный в 2011 году, и его декларация на годы вперед определили развитие многонациональной культуры, литературы и искусства Якутии. Особо можно отметить якутское кино, ставшее международным и российским брендом республики. Так вот, настоящим родителем якутского кино можно назвать Егора Борисова, утвердившего концепцию развития киноиндустрии на целое десятилетие. Дектисас, он дыгынлар ханан уллам деп. Дектисагар буллана ите кене калахан тухунан. Оттан барта қомыллыбыт образтар гынан баран, аттарын, холларын бартан ите Егор Афанасьевич берен бит, калахаттан ылбыт. Onun bulağına intereyinin bağaya suruyu, onun ottan emek o balıkça köy hoş kine taksı bite. Dırağda. Dırağba kese. Kayak kiniyağın ağın bitir olustun. Bitiren. Ottu sılcağı. Kandik kiniyen olassan? Kandik kine. O, arıçı kuytabı kıntoyu. O kısılan durar. Kandik kinenin butunda. Benim adım Aytacan. Tanen? Газ. Кеша деми. Гасан, это к которому меня как бы относят, он единственный герой, которому бесспорно меня приклеили, как говорят, потому что в классе такого пацана, как он, был только я, похожий. Но это мне не дает никакого такого ощущения, гордости или там. Просто Василий Семенович честно сказал, что это собирательный герой. Мен баштаки кинияга приемга киреббер бе 2 час келинге керсеппит. Шөй ба ке тоюңолорор курду болбата
Дәрішөй бәйтік. Олем боллағына ағала бұлы бұлғаттан үшөй кейіне оғынер күтті оғылы күтті оғы болар ден. Рәтчілер әпті. При Егоре Афанасьевиче мы создали «Тыгын Дархан» фильм. Это было его вот как бы решение, политическая воля, чтобы Никита Ржаков с командой там все сняли вот этот исторический фильм. Чем дальше ты знаешь свою историю, у тебя чем крепче ты смотришь вперед. Вот из этой точки зрения «Тыгын Дархан» — это вымысел небольшой, художественный фильм, который создан о том, что у нас было героическое прошлое. У нас есть чем гордиться, у нас есть к чему стремиться. Как централизовать все наши улусы, как желания наши все в одну собрать, для того, чтобы сегодня же Василия Сергеевича призыв какой, да, все вместе вперед. Это все как бы звенья и направления одной дороги. Это направление надо поддерживать. Потому что, еще раз говорю, креативная экономика, она связана с творческими людьми. Это направление Якутии, тому региону, который не может производить по своей расположенности, по своим условиям. Другие отрасли экономики, связанные там с материальным производством, это креативная экономика, она может получить еще больше развития. Делаем именно такие работы, которые востребованы. Егор Афанасьевич, меғана бар кене рағы кейін көрір болан. Оннан сена сақалы тыннақ, сақалы өйдақ кей бұғытына мен кенене ұлынабын. Сақа көріте атын батты, олы бұра. Бе туғыры көрәт, іспетер ұғындық бұғарық бұтын сөп, таспытығай білдеремек бұтын сөп, онан Анжағай онны кені жону наға шүйінді білер, жону күтті атан кепсетер. Сақа мындыр өйін өйдақ кейі болан, бәлем солларынан барбат дегені. В октябре 2018 года Егор Борисов стал сенатором Российской Федерации. Он был избран заместителем председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Совет Федерации оказался для Егора Борисова площадкой для постановки самых значимых вопросов и выработки предложений для их решений. В первую очередь, это вопросы развития коневодства в целом по стране и малые формы кооперации на селе. Но коневодство – это тема, которой я в Совете Федерации тоже занимаюсь. У меня есть рабочая группа, которая пытается сегодня возродить коневодство в Российской Федерации. А проблема в чем заключается? Россия когда-то была конной державой, имела около 40 миллионов лошадей. Но потом по объективным и субъективным причинам, годы советской власти, потом последние годы мы очень много потеряли, и сегодня Россия имеет только 1,5 миллиона голов лошадей. Сегодня моя задача сейчас восстановить, возродить сам институт коневодства, там под директорством академика Зайцева этот институт работает. Республики Саха он показывает, и, конечно, при огромном вкладе Егора Афанасьевича, он показывает то, что относиться к лошади как просто к источнику сырья, это тоже неправильно. И мы видим, вот созданный по инициативе праздник, уже 8-й или 9-й раз он будет проводиться, День коневода-табунщика, он уже намного расширил границы, он уже общероссийский точно, а скоро, я думаю, он станет и всемирным. То есть для нас коневодство – это не только коневодство, да, и не только отрасль вот, сельского хозяйства, это жизнь якутов народа. То есть мы народ, называем себя кочевниками, то есть мы кочевой народ, но оседлый, издревле. Наши предки ездили на лошадях, то есть открывали новые земли и обосновались в Якутии. То есть Якутия очень большая по территории. Вот эта вся территория открыта была с помощью лошадьми.
Но, наверное, самое большое пожелание, опять-таки, это вот из нашего общения на якутской земле, это чтобы то, что он начинал в должности руководителя республики, в части построения системы сельскохозяйственных кооперативов, в части укрепления малого агробизнеса в целом, вот реализовалось сейчас, и нет, наверное, большего какого-то счастья, что ли, для лидера, чтобы увидеть, что посеянные тобой семена дали всходы вот теперь, сегодня при тебе, а не когда-то. Замечательный человек, прошедший очень большой жизненный путь и показавший, что в глухой российской провинции молодой человек с желанием может добиться всего очень большого. Стал председателем правительства, главой огромной республики, которая по своей территории больше, чем вся Западная Европа. Прекрасно руководил этой республикой. Сейчас удивляет всех и радует своей очень грамотной, содержательной работой в Совете Федерации. Егор Афанасьевич вносит огромный вклад в развитие законодательной базы страны, поддерживает тему сельхозкооперации, племенного животноводства, развития отраслевой науки, огромное внимание уделяет дням субъектов Российской Федерации, поскольку сам имеет огромный опыт. 2 срока он успешно возглавлял важнейшие для страны регионы. Сегодня, уже основываясь на этом опыте, принимает участие в подготовке важнейших для страны законов. Он же прошел большую школу. И это ему позволяло как раз быстро разбираться в обстановке, быстро принимать решения. Это тоже нас сближает, потому что и работали в одном регионе, и не в такой непростой промышленности, как угольная. Тут надо очень быстро принимать решения. И у нас с Егором Афанасьевичем всегда получалось. Любое мое общение с ним, оно всегда было позитивное. Позитивно и не только с точки зрения, что мы находили решение даже сложных задач, но позитивно и на человеческом уровне. Но меня иногда спрашивают: у тебя вот большая должность, большая ответственность, работа, бывают разные события, там сложные вопросы возникают. Стресс у тебя бывает, а у меня стрессов не бывает. Я уже так себя настроил, что не о стрессах надо думать, а о преодолении трудностей. Егор Афанасьевич с сентября 2023 года был снова наделен полномочиями сенатора от родной республики. И нет никакого сомнения, что он внесет самый большой вклад в развитие Якутии и всей России по принятию многих судьбоносных решений и новых законов в интересах миллионов россиян, в том числе и простых сельских тружеников, таких, каким когда-то был он сам в родной Чурапчинской глубинке. Биография Егора Афанасьевича Борисова продолжается. Возвращаясь к своему исконному понятию, которое хотел бы именно обратить в адрес своего народа, прежде всего это понятие ответственность. Я хочу, чтобы каждый сам по себе, внутри себя, вокруг себя, в своей семье, в своей работе чувствовал ответственность. Не ожидать чьи-то пожелания, чью-то помощь, чье-то действие, а именно самому именно брать ответственность за свою судьбу, за свое будущее, за свое настоящее. Во-вторых, я хочу сказать, что есть так называемая политическая ответственность. Это ответственность, которая связана с деятельностью руководителей, деятельности наших лидеров. И эта ответственность политическая, она возникает от активности самого общества, от активности конкретного человека. Третье. Есть так называемая ответственность народная. Народ в целом сам по себе строит свою судьбу. Если мы будем объединяться, если мы будем преодолевать возникшие трудности сообща, то это народ счастливый.
Я желаю, чтобы мой народ всегда эту ответственность чувствовал. Вот это я желаю всем. А если это будет, то мы то, что хотим друг другу, мира, согласия, здоровья, успехов, все это оно потом само по себе появится.